Рустем Гумерович Кузеев был очень светлым и мудрым человеком. Пройдя Великую Отечественную войну в рядах поколений победителей, он не просто любил жизнь, но и стремился сделать ее лучше и справедливее. Не случайно он стал не академическим историком, а историком-педагогом, а потом и ректором Башкирского государственного педагогического института. Годы его руководства вузом вспоминаются сейчас как время начала многих научных и творческих проектов. Где-то в начале 70-х годов было 6 кафедр, а к концу, так сказать, вот начало 80-х годов уже у нас где-то 35-36, так сказать, кафедр сложились. Теперь на этот же период пришлось создавать и всю материальную базу института. В основном ту материальную базу, которой сегодня институт пользуется. То есть созданы учебные корпуса, приспособленные, реконструированные школьные здания, 4 школьных здания. Теперь были построены в основном 5 зданий общежитий. Были созданы все, так сказать, лаборатории, агробиостанции, спортивно-оздоровительные лагеря. Все в основном, и даже печатный цех в этот же период был создан. Все основные структуры института по существу родились именно в эти 12 лет. Это был очень такой тяжелый, насыщенный период. В 1992 году отмечался четвертьвековой юбилей со дня создания нашего вуза. Готовясь к этому мероприятию, наша съемочная группа записала размышления Рустема Гумеровича об этом событии у него дома. Мы и раньше думали, мы и раньше на будущее работали. Мы всегда, так сказать, подчеркивали, и все это знали в педагогическом коллективе, что институт педагогический должен шагать несколько впереди самого, так сказать, общества и несколько еще впереди, так сказать, самой школы. То есть наши кадры должны работать на будущее. Это все, так сказать, сознавали и знали мы. Но сейчас встает уже тот же вопрос, сейчас он в другом, так сказать, в другом плане, другим содержанием, значит, совсем другим содержанием. Оно встает снова, так сказать, перед педагогическим коллективом. Вот сейчас как готовить учителей, значит, которые будут работать в 2000 году? Как готовить учителей, которые будут работать в 21 веке? Понимаете? Сейчас, конечно, я думаю, в ближайшие десятилетия, значит, разрыв между педагогическим вузом и самой школой, она будет увеличиваться. Понимаете, качество подготовки педагогических кадров, она должна быстрее, так сказать, совершенствоваться. Может быть, в этом плане, так сказать, школа, она несколько будет отставать. Может быть, даже придет время, когда абитуриенты, которые будут поступать в педагогический институт, не всегда будут готовы, так сказать, взять ту планку, которая будет предъявлена самим педагогическим вузом. Вот сейчас, конечно, думать. Сейчас об этом уже надо думать, чтобы эту планку взяли, так сказать, абитуриенты. То есть уже быстрее перестраиваться, чтобы наши выпускники сейчас педагогического института, вузов, так сказать, других, могли более интенсивно, более активно, так сказать, подключаться в работе уже с детьми, чтобы из них формировать, так сказать, их способность жить и творить, созидать уже в обществе, так сказать, 20-го, то есть конца 20-го и 21 веке. И поэтому сейчас встает в упор, так сказать, вопрос, как реформировать, так сказать, высшее педагогическое учебное заведение. 70-летие Рустема Гумеровича Кузеева отмечалось в 1993 году в его родном вузе. Официальная часть юбилея проходила в стиле той эпохи. Коллеги и друзья юбиляра, наряду с поздравлениями и воспоминаниями о нем, рассказывали и о той общей работе, которая не только объединяла их, но и была для многих из них смыслом жизни. Рустем Гумерович, как фронтовик, всегда помнил меткое выражение поэта Александра Твардовского из Василия Теркина: «Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди». Поэтому в этот праздничный день он не столько говорил о своих заслугах, сколько призывал задуматься о решении новых проблем, стоящих перед российским обществом и нашим вузом. Вот сейчас весна. Конечно, сейчас мы все увидим, как хорки эти снежные будут прорубать, так сказать, эти ранние весенние травы, подснежники, они же пробивают, так сказать, себе. И мне лично хотелось бы, чтобы и в нашей жизни эту
воля, так сказать, жизни, она была сильна, независимо, так сказать, от возраста, воли к жизни, вот так же, как и пробивает эту корку, чтобы ничего не могло остановить в нашем движении. Почему? Потому что у нас, у всех с вами очень ответственные задачи. Вы знаете, вот общество сейчас трудный период переживает, но мы знаем, мы видим, куда идем, для чего и во имя чего идем. Отечество, так сказать, оно остается, она одна, ее не заменишь, и там дети, и там должны быть учителя, и там должно воспитание и обучение. И поэтому, конечно, поиски, вот эти творческие поиски, они никогда не остановятся, и пусть это добром, так сказать, эти поиски оборачиваются для тех, которые будут работать, оканчивая наш вуз в этих школах.